درود هموطن. امیدوارم همه کسا خوب باشه. یه تلفن من ندارم. امیدوارم همه کسا خوب. امروز بیایم کمتر как با روسی صحبت میکنیم، برای که این صحبت های ما داخل داره با سیاستی بگیم که امروزی روسیه. یک چند نوارها هم уже پهم شده ایستاده است. تاجیک ها که شهروندی روسیه دارن، نمیدونم انیخ معلوم نیست دارن ندارن، برده ایستاده است. یعنی تاجیکی گپ زده ایستادن، با جنگ برده ایستاده است. برای همو که یعنی تاجیک هست، زبان تاجیکی حرف میزنه، ما هم حق حقوق داریم که دخالت کنیم که یعنی این کارها گوییم که نشوه. برای همو гап میزنیم با زبان روسی. Здравствуйте всем. Да, я понимаю, у меня русский не перфект язык. Стараюсь говорить на русском языке, чтобы было ясно всем азиатам, среднеазиатским народу, потому что у нас все говорят на русском, понимают. Хоть не говорят, кто ж, ну, понимает. Я видел ролики, которые отправляют таджиков, ну, таджикоязычных людей, например, в войне, Украину. Потом посмотрел последнее выступление Путина. Путин, и потом его много выступлений, и потом все журналистов тоже, которые там Сагавьеву, там и Сукабеева, да, всех их посмотрел. Все они утверждают, что они защищают русский язык в Украине, да. И Путин последний тоже сказал, что все они защищают, что русский язык в Украине. Но давайте так логично обсуждаем. Если русский будет защищать язык русский в Украине, ну хорошо, давай будем так считать, как они говорят. А при чем тут дагестанцы, чеченцы, ингуши, которые нахрен, их язык не русский? Зачем они пойдут защищать русский язык? Понимаете вот это? Зачем таджик пойдет защищать русский язык? Если этот язык не таджикский, если это язык не чеченский, если этот язык не ингушский, зачем они тогда пойдут туда? Они что защищают? Они тоже идут защищать русский язык, что ли? Как это правильно понимать? Почему сам русский не идут защищать свой язык русский, а там идет язык, который у них абсолютно не русский? А буряты, что, язык у них русский? Откуда вы брали, что вот это вот буряты, чечены и остальные вот это не русские язычные люди должны пойти в русский язык? Вот вообще комедия, просто смотришь там, да? Вот это вот вообще одну комедия, комедийный фильм. Одни клоуны, вот так вот, клоун сказать, это не ошибаешься. А причем чечен идет защищать русский язык в Украине. Это абсолютно чужое государство. И второй, то, которые умерли там за русский язык. Ну, допустим, скажем, давайте вот 50 тысяч или 40 тысяч в этой регионе, который вы захватили, там живет русский. Ну, извиняюсь. 55-60 тысяч умершие люди, защищая язык и имея русский и российский паспорт. Кто они вообще-то? У нас есть такой один поговорка. Я посмотрел все это, да? Я вспоминал эту поговорку. Один человек потерял 1 рубль, 1 рубль, монетик. В темноте он потерял это 1 рубль, а потом посмотрел в кармане, последний штук спички есть, ну, чтобы сжечь, искать. А как вы все знаете, 10 секунд, 15 секунд спичка загорается. А потом он поискал еще другой карман и нашел 10 рублей бумажный.
Он сжег это 10 рублей, чтобы найти 1 рубль в монете. Понимаете? Вот такой глупый человек, который, защищая, не знаю, 30-40 тысяч русскоязычных, им можно просто в мясо отправить 50-60 тысяч солдат, и потом еще мобилизовать, еще отправить дальше. Вот точно такой же, как этот потерял 1 рубль монетик и сжег 10 рублей бумажный, чтобы найти это 1 рубль. Вот вступает сейчас русский власть. Якобы защищает русский язык, но 55 тысяч, 60 тысяч русский язык уже под землей лежит, а еще несколько там десятка тысяч без руков, без ногов. И защищают они чужие, какой-то чужой страна, язык русский. Это логично? Как вы думаете это? Это логично вот такой? Вот убить 100 тысяч, 50 тысяч человек, ранить несколько десятков тысяч, сделать без руков, без ногов и защищать какой-то там 30-40 тысяч русскоязычных, как они говорят. Это логично разве? Это не логично, да? Я просто сижу, и сейчас еще дальше отправляют таджиков, которые имеют гражданство, или не знаю, и узбеков, и остальные там отправлять, чтобы защищать русский язык. А сам русский со своими языками, сумками и убегают. Нахрен им не нужен язык. Сам русским не нужен свой язык, чтобы они защищали. Какой-то ингуши, чечены, дагестанцы, кто-то должны защищать этот язык. Смотрю, у некоторым людям, да, стал Путин ихний Аллах, а вот это Шойгу стал, наверное, ихний Сунна, и Лавров стал пророком ихний. Аллах вел, пророк сказал, Сунна требует, надо выполнять. Вот такой вот видно. Если кто-то защищает язык, ради язык, если ты идешь там умереть или убивать, а почему в Палестине тогда столько язык пророка умирают и уничтожаются, а ты не идешь? И каждый день 5 раз молишься на этом языке еще. Это язык пророк арабский. Молишься на этом языке, а рот не откроешь, а ты идешь, русский язык защищаешь. Вот это вот я абсолютно вот людям, я не понимаю. Вот смотрю, что они делают и что они творят. Ход событий меняется, вот точно я смотрю, здесь мир остановит эту войну, есть путь один, есть хороший путь только. Те, которые убежали от войны, пусть они кушают хлеб беженства, пусть эти русские понимают, русские не держава, русские тоже люди, и остальные чурки, которые назвали, они тоже люди. Спасибо вот грузинам, действительно, которые русские когда-то пошли с оружием, танками, да, сегодня их принимают там и дают хлеб. И Казахстанам спасибо тоже, точно так же делает. Несколько дней назад в этом году так и сказали, да, их депутаты. А сегодня эти казахи и дают им хлеб, еда и место. Как меняется ход событий? Я бы предлагал бы меняться. Это тоже Европа, и Америка, и остальные страны, кто может. Кто бегал в Таджикистан, там вам безопасно, не безопасно, потому что вас обратно отправляют. Лукашенко, Белоруссия тоже отправляет, без вопросов. И своих тоже отправляет, надо будет. Мы остановим эту войну, когда откроем. Кто не хочет воевать, пусть убегает, и мы не отдадим пока. И мы... Извиняюсь, что-то, наверное, у меня интернетом проблема. Мы с таким темпами уменьшаем войска.
чтобы некому было воевать в этой фронт, некому было. Кто Узбекистан начали немножко в демократическом в руслу плевать, короче, в демократическом русле идет, начали идти. Не отдавайте это русские, пусть они там побудут, чтобы не было войска Путина, чтобы воевать. Вот я предлагал бы Европу тоже. Вот кто не хочет воевать, давайте откроем дверь и забираем. У Путина точно не останется войска, и некому будет отправить в войне. И Казахстан тоже, Грузия, не надо отдавать. Открыть дверь, пусть они зайдут туда. Кто не хочет воевать. А кто хочет воевать, пусть идут на мясо. А кто не хочет, особенно вот призывной, мужики, для мужиков откройте дверь, пусть они бегут туда, не отдавайте, не разрешайте, чтобы их отвозили в войну, чтобы они убили. Просто весь круг закрыто, тут одна война. А они не могут, когда убегать оттуда, да, точно их заставляют идти воевать. Идти убивать украинских детей, идти убивать украинских женщин, идти убивать. А если мы откроем дверь, они будут убегать, и там не останется Путин войска, чтобы некому будет отправить. Поэтому я предлагаю всем странам, которые, если вы хотите остановить эту войну, да, вы хотите помочь, не давайте оружию, а просто откройте дверь, чтобы они убегали. Вот все зетники, которые ходили, курили, орали, пили, вот теперь понимаете, что это такое, да, человечество? А? Умереть боитесь, да, идти туда? Конечно. Вот так и убивали вы детей украинских, вы убивали всех. И остановить и отправить не русским людям, таджиков, узбеков, казахов, киргизов, бурятов, чеченцев, ингуши, дагестанцы и остальные, там азербайджане, армяне, которые живут в России, да, они имеют паспорт. Это российский язык, не их язык. Вы защищаете язык русский, идите сами защищайте. Отправьте русских людей. Нахрена вы отправляете чеченцев или там ингушев или бурятов и защищать, чтобы они русский язык защищали. Это не их язык, чтобы они защищали этот язык. Вы поймите правильно. Так что всем друзьям салам алейкум. Иншаллах, у нас будет завтра встреча с соседним народом Киргизстаном. И мы стараемся встречи проводить с узбекистанцами, ну, кто есть, например, в Европе. Иншаллах, мы тут стараемся создать наш один центр культуры Азия. Это только я один не могу это делать. Мы будем подавать друг другу руку. Иншаллах, у нас есть встреча на ОБСЕ завтра. Назначено. Обязательно мы встретимся, поговорим, обсудим эту тему, чтобы мы открыли тут центр Азия, центр культуры Азия. Мы где-то арендовали какое-то место, помещение, и чтобы там было, например, и таджикский, и киргизский, и казахский, и узбекский, начиная от одежды, начиная от корпача, тупитейка, токи, шапка, и все вот это вот как музей, сделаем всех там кабинетов, там это, да, сделаем как музей, сделаем центр культура. Ну, короче, знаешь, знаете, вот какое у меня такое желание горит на этом, да, чтобы вот центр культуры это Азия, все, там все азиатские есть, начиная от ботинка, от носков, которые шьет, и до шапки, до все, чтобы там была ковер, там чайник, пиола, коса, тавах, короче, все то, что чумоч, тароши, все, короче, у нас сделаем такой, как музей, и будет центр, и будем там работать, будем там встречаться, там будем проводить совещания. Короче, стараемся все мы, которые находимся в Европе, да, создавать культура наша азиатская здесь, ну, как я
сказал вам такой. Но это мы стараемся, народ, вы тоже поддерживаете нас, да, и, короче, привет, короче, передавайте там всем пацанам, э, если вы такой защитники русского языка, давайте защищайте сперва своего языка, который вам не разрешается в школе писать, читать, и у вас нет книга, нет героев, всех вас убили, а вы до сих пор Пушкина герой считаете. В последнее время кто-то там Путина бог считает, и Лаврова там пророком, и Шойгу сунна. Вот что говорит, они это делают. Не делайте этого, братья. Давайте соединяем, давайте народ, кавказский народ, давайте присоединяем, сделаем, откроем наше культура-центр, чтобы было и ваше, и наше. Все такое, один большой культура, откроем центр. И будем проводить наши праздники, наше, все то, что есть у нас, мы там собираемся и делаем. Всем салам алейкум, пишите свое мнение в комментариях. И народ Казахстан, народ Таджикистан, народ Узбекистан, народ Туркмения и народ Казахстан. Все держитесь. Иншаллах будем едины, иншаллах будет у нас все у нас впереди. Только нам надо это добиваться с вами вместе. Мы добьемся наше объединение. Все, что было наше, чисто, бешбармак наше, ош наша, самбуса наша. Откроем здесь все и будем, как-то говорят, газовать в Европе. Только не приедьте все вы сюда. Мы хотим обратно вернуться себе на родину. Ассалам алейкум всем. Жду в комментариях, буду читать ваше мнение. Но извиняюсь за ломаный русский язык. У меня тоже много. Например, и турецкий, и казахский, и киргизский, узбекский, таджикский, афганский, иранский, русский, польский. Много языков. Вот так вот, понимаете, на одно, короче, каретка вот попала. Вот это вот, иногда теряю слово. Вот произношу, может быть, неправильно. Ассалам алейкум. Жду комментариев.